Только слышно. Сейчас, секундочку, тогда разберемся с этим нюансом. У нас еще есть 2 минуты. Звук я пока отключу. Привязанности — это связь, которая образуется между новорожденным и его фигурой матери. И модель отношения привязанности — это модель внутреннего выживания, которая формируется из связи привязанности ребенка с первичным опекуном. Используется именно такое определение. Поведение привязанности — это такое поведение, которое демонстрирует ребенок,
и которая направлена на формирование защищенных близких отношений с фигурой привязанности. Ну и нарушение привязанности – это постоянные нарушения в отношениях привязанности, которые вызывают у ребенка долговременные когнитивные, социальные и эмоциональные осложнения. Также будем говорить о теории привязанности, то есть теории развития личности в контексте близких отношений, которая подразумевает поиск близких отношений, целью которых является прежде всего выживание, а также физическое и эмоциональное благополучие ребенка. И говорим о том, что у ребенка есть врожденная необходимость привязаться к одному определенному объекту привязанности, и у него должна быть одна первичная связь привязанности, которая важнее других. Обычно это мама. Эта связь качественно отличается от всех других связей, и отсутствие такой связи приводит к серьезным негативным последствиям. Ну и вообще привязанность – это, конечно же, эмоциональная связь между двумя людьми в значении как связь между младенцем и мамой. Эта связь определяет, как ребенок будет строить отношения в дальнейшем с миром в зрелом возрасте. Почему и важна она. Теория привязанности была сформулирована в 1958 году, все знают, психиатром Джоном Боулби, который оттолкнулся от идеи Фрейда о том, что материнская любовь дает нечто незаменимое растущему младенцу. Джон Боулби утверждал, что первичные отношения между собой и другими становятся шаблоном, по которому в дальнейшем человек выстраивает уже все свои дальнейшие взаимоотношения. Другими словами, привязанность – это глубокая эмоциональная связь между родителем и ребенком, которая соткана из многочисленных психических актов, из чувств, решений, поступков, улыбок, взглядов. И вот эта вот связующая нить, она уникальна для каждого родителя и для ребенка. Неповторимая, которая формируется исходя из индивидуальных особенностей мамы и индивидуальных особенностей ребенка. Ее невозможно повторить, она уникальная и значимая для обоих. В теории привязанности стремление к близким эмоциональным отношениям понимается как основной психический элемент, который заложен еще у новорожденного и сохраняется до самой старости. В принципе, мы дальше ищем объекты привязанности, даже когда выходим из детства, детского возраста. В младенческом и младшем возрасте до 3 лет привязанность к родителям или соответствующей замещающей фигуре обеспечивает нам, кроме защиты и дружелюбного внимания, помощь и содействие этих лиц в выживании. Даже при здоровом психическом развитии эта привязанность необходима и сохраняется и во взрослой жизни. То есть, когда говорят о том, что нужно сепарироваться в подростковом возрасте, это не совсем верно. Мы продолжаем сепарироваться до конца нашей жизни. И эта привязанность сохраняется и во взрослой жизни, и дополняется новыми чаще всего, да, гетеросексуальными связями. Несмотря на огромное значение таких инстинктов, как пищевой, сексуальное влечение, привязанность, как таковая, из-за своей жизненно важной защитной функции имеет самостоятельное значение, против чего как выступал Фрейд, но тем не менее в дальнейшем эту теорию приняли. И только в полноценной семье ребенок находится в постоянном физическом и эмоциональном контакте с любящим взрослым, к которым он особенно привязан. Несмотря на то, что число таких взрослых невелико, именно они дают ребенку чувство защищенности и безопасности и являются прежде всего источником его развития, дают ему опыт переживания чувств, поддержку в трудную минуту, радость разделенного успеха. И вне семейного окружения, без только моей мамы или другого значимого взрослого, установление привязанностей
крайне затруднено. Если ребенок имел положительный опыт воспитания в родной семье, но неожиданно теряет мать или другого значимого близкого, выполнявшего ее роль, то последствия такого перерыва в формировании привязанности могут быть сглажены быстрой заменой значимой фигуры привязанности на новую. И напротив, как раз-таки помещение ребенка в приют, детский дом, социальные институты с обезличенным типом воспитания чаще всего только устанавливает и усиливает отрицательные последствия. Бывает и так, что у ребенка не появляется никакого опыта привязанности. И вот это наиболее непростые для коррекции случаи. Например, если ребенок с самого рождения воспитывался в доме ребенка, где не оказалось, к сожалению, ни одного взрослого, способного стать настолько эмоционально близкой фигурой, или даже в родной семье отношения были таковы, что вместо минимальной заботы душевного тепла ребенку доставались какие-то неприятности. Ну, то есть поведение привязанности – это различное поведение ребенка, которое направлено на формирование защищенных близких отношений с фигурой привязанности. И проявляется оно во младенчестве от оповещения о беде, неудобстве, плач, крики, выражение удовлетворенности, улыбка, смех, движение, ползанье, движения, ищущие контакты, то есть направленные на сближение. Вот через такие сигналы ребенок сообщает маме о необходимости заботы. И модель формирования вот этого колеса заботы или модель тревожности и успокоения, разные названия есть, показывает нам, каким образом формируется вот эта модель привязанности. То есть ребенок проявляет, почувствовав нужду, определенные поведенческие признаки, выражает неудовлетворенность, неудобство, недовольство. В адекватном случае эти признаки мамой замечаются, нужда ребенка удовлетворяется, у ребенка наступает расслабление, чувство безопасности, доверия, и таким образом закрепляется привязанность. То есть такая модель положительного общения, когда взрослый инициирует положительное общение, ребенок получает тепло, формируется положительная самооценка, ребенок растет самодостаточным, у него формируется способность устанавливать привязанность, и, соответственно, в поведении ребенок отвечает положительно. Да? То есть дети, у которых есть опыт установления положительной привязанности, безопасной, надежной, чаще всего это дети практически без, скажем так, поведенческих проблем. Если говорить о том, как формируется привязанность, по каким направлениям она формируется, можно сказать, что через тактильный контакт. Это и те моменты, которые можно использовать в том числе в реабилитационном процессе, да, в том случае, если есть нарушение привязанности. То есть, зная, как она формируется, это можно использовать. То есть через ощущения, через тактильные контакты, по похожести. Дети начинают имитировать того, кого любят, повторять движения, мимику, по принадлежности, через поддержку, через принятие, через уважение границ ребенка, через это формируется привязанность, по значимости, то есть по важности в жизни значимого взрослого, то есть действительно вклад его в жизнь ребенка, по чувствам, то есть когда ребенок готов физически расставаться, так как понимает, что привязанность надежная и всегда может вернуться к этому человеку, и этот человек примет, будет готов помочь. По знанию, то есть имеется понимание своей значимости для этого человека, ну и, соответственно, есть доверие к нему. Для чего вообще, в принципе, нужна привязанность? Может быть, без нее можно как-то обойтись?
Ну, уже научно доказано, что именно глубина привязанности влияет на формирование адекватной самооценки у ребенка, ну и в дальнейшем на ее преобладание у взрослого человека. То есть приобретенная от реакции окружающего мира на нас понимание себя. Распознавание своих потребностей, то есть что я люблю, хочу, чувствую, умею просить ли о помощи и заботиться о себе. Это также формируется в том случае, если имелась надежная, безопасная привязанность. Конструктивное отношение к социуму, понимание своих эмоций ведет к пониманию чужих эмоций, и появляется эмпатия, ну и, соответственно, конструктивное взаимодействие в конфликтах. Напрямую связаны процессы привязанности и исследовательской деятельности, развития, то есть любопытство, желание узнавать новое. То есть в том случае, если ребенка преобладают эмоции страха, исключается потребность в исследовательской деятельности. Только в спокойной, надежной, безопасной обстановке у ребенка включается познавательный интерес. Более того, существует такое мнение, что привязанность и исследовательская деятельность не могут существовать одновременно, они попеременно включаются. То есть вначале включается сканирование безопасности. Если все в порядке, это выключается функция и включается функция исследовательской деятельности. В том же случае, когда не находится подтверждение сигналов подтверждения безопасности, исследовательская деятельность может так и не включиться. Почему важно, чтобы педагоги умели прежде всего наладить контакт, доверие и создать безопасную обстановку для своих учеников, воспитанников и так далее. Иначе не будет познавательная функция включаться, ребенок просто не будет учиться. Ну и моральные нормы поведения, они также формируются значимым взрослым и впитаются они только в том случае, если есть доверие. А также способность к сепарации. Только удостоверившись в том, что все благополучно, в любой момент могу вернуться, меня примут, я могу начать сепарироваться. Ну и в принципе я могу сепарироваться тогда, когда я в себе уверен, что смогу быть самостоятельным, потому что от меня заложили определенную базу. Кроме того, привязанность влияет на развитие головного мозга человека. То есть мы помним, что наш мозг триедин, мозг можно разделить на 3 части, которые развиваются в разный период эволюции. Каждая часть играет важную роль. Мы помним о том, что есть кора головного мозга, которая формируется позднее всего и отвечает за мышление, за контроль. То есть это такой думающий мозг, который разговаривает словами, думает, планирует, учится на опыте, ходит в школу и так далее. Лимбическая система или эмоциональный мозг разговаривает на языке эмоций, связан с отношениями и с мотивацией. И мозг рептилии разговаривает путем сердцебиения, дыхания, рефлексов, импульсов и отвечает за наше спонтанное поведение в критических ситуациях. Так вот, в течение первых 10 лет жизни мозг в 10 раз активнее, чем мозг взрослого человека. И мозговой ствол при рождении полностью развит, но часть, отвечающая за мышление и за контроль, кора головного мозга нет. То есть она продолжает формироваться до более взрослого, да, состояния человека. И вот способ, как родители-опекуны общаются и относятся к ребенку, напрямую влияет на образование синапсов между нейронами в нервной системе и на способ, которым разные части мозга начинают взаимодействовать друг с другом. Также взаимное общение между матерью и малышом, в ходе которого они учатся приспосабливаться друг к другу, влияет на то, как мозг малыша и его потенциал развивается. То есть развитие мозга ребенка зависит от мозга кого-то другого, чаще всего значимой фигуры. Поэтому родители должны быть способны приспособиться к характеру этого малыша, к его особенностям. А это возможно только
при хорошей привязанности. Когда мать подражает своему малышу, ребенок чувствует, что его замечают, он понимает, что он может повлиять на этот мир, и он оказывает положительное влияние на других. Так вот и формируется самооценка. Кроме того, важно знать о том, что хроническое отсутствие положительного социального отношения препятствует развитию связи между префронтальной корой головного мозга. Это та область мозга, которая отвечает за сложные когнитивные процессы, за планирование, за проявление личности, за принятие решений, регулирование социальным поведением, за согласование мыслей и действий в соответствии с внутренними целями, желанием человека, даже желанием человека жить. И мозжечковой миндалиной. Это структура уже лимбической системы, которая участвует во многих наших эмоциях, мотивациях, особенно те, которые связаны с выживанием. Доказано, что она играет ключевую роль в обработке таких эмоций, как страх, гнев, радость. Она также несет ответственность за хранение воспоминаний, того места, где эти воспоминания хранятся. И считается, что от нее зависит, насколько большой эмоциональный отклик вызывает то или иное событие. То есть при нарушении привязанности вот эти вот две части головного мозга начинают терять связи. И очень эмоциональные и редкие события, они сохраняются в мозжечковой миндалине. Например, встреча лицом к лицу со страхом и ненависть сохраняются также в мозжечковой миндалине. Префронтальная кора мозга, она действует по типу как тормоз, но при нарушении привязанности эта связь не развивается до конца и не способна препятствовать примитивным реакциям мозжечковой миндалины. И в результате получается такой испуганный, чрезмерно тревожный, хаотичный индивид. Либо развивается агрессивное поведение или замкнутое. То есть возникают проблемы в учебе, в решении проблем и в отношениях. Малыши ищут общение с опекуном, с родителями, чтобы их потребности были удовлетворены, чтобы понять окружающую среду и развить свой мозг. Качество этого общения зависит от модели поведения родителя. Младенцы в общении более активны, если это доставляет удовольствие. Наслаждение друг другом как раз-таки развивает префронтальную кору головного мозга. Помним, да, она отвечает за когнитивные процессы сложные. И вот развитие орбитофронтальной коры головного мозга как раз-таки и позволяет себя регулировать, контролировать, социально общаться. Вот таким вот образом привязанность играет не только такую социально-эмоциональную, да, значимую роль, но и в том числе имеет нейробиологические последствия нарушения привязанности. Да. Ребенок для того, чтобы иметь свободу исследования мира, должен иметь комфортную базу, тыл, то есть крепкую привязанность. И если базы не было, то и исследования невозможны. Возможен сценарий роли жертвы, чтобы привлечь того, кто все-таки придет и спасет, и даст эту самую, да, надежную базу. Или волк-одиночка получается, который в жизни не имел базы надежной, да, привязанности, и остается ему только полагаться на себя. Вот если база такая надежная, эмоциональная формируется в детстве, при наличии принимающих, одобряющих, контейнирующих, находящихся в доступе взрослых, то чаще всего эти дети не имеют проблем в обучении, в поисках смысла жизни, в постановке целей жизни и так далее. Ну и нарушение привязанности – это эмоциональное нарушение, при котором человек частично или полностью не способен искренне привязаться и сформировать долгосрочные отношения с другими людьми. В том числе и не только с людьми, но и в принципе со всем окружающим миром. И не испытывают верности в работе, привязанности к вещам,
сложности с чувством благодарности. То есть вот такие вот вещи, которые психические акты, которые завязаны именно на преданности, верности, то есть способности привязаться к чему бы то ни было или к кому бы то ни было. Ну и если такие дети чаще всего не способны испытывать чувство вины, да, имеют нарушения в обучении, потому что знание это тоже, во-первых, и исследовательская функция, а во-вторых, хранение знаний, то есть преданность такая тоже, да, к определенным знаниям, и сложности во взаимодействии с людьми. Ну, как формируется нарушенная привязанность? Мы помним колесо заботы, и по такому же принципу, только с отрицательным вектором, понимаем, что вот младенец чувствует неудобство или нужду, младенец начинает протестовать, обычно плачем, криком, опекун не реагирует на плач или реагирует нерегулярно, младенец протестует еще больше, опекун реагирует гневно или с презрением, или не отвечает, младенец сдается, доверия не возникает, надежной привязанности не возникает, возникают отрицательные эмоции, гнев, злость. Младенец или успокаивает себя, например, раскачиванием, какими-то навязчивыми другими движениями, сосанием пальца и так далее, да? Или становится апатичным, то есть такая безнадежная ситуация, когда ребенок понимает, что к нему все равно никто не придет, и развивается апатия. То есть, если в ходе взаимодействия со значимым лицом потребность совсем не удовлетворяется, либо удовлетворяется в недостаточной степени, или не постоянно, например, с непредсказуемой для младенца сменой потакания или чрезмерной стимуляции, или когда ребенок сталкивается с отказом, приводящим к сильной фрустрации, то вот часто формируется ненадежная привязанность. Чаще всего она развивается в первые 3 года в жизни. И причинами этого может быть как физическое, эмоциональное, сексуальное насилие, заброшенность, внезапное расставание с основным ухаживающим взрослым, недобросовестный уход со стороны, например, няни в яслях или доме ребенка, очень болезненное заболевание у ребенка, хроническая депрессия у матери, перемена семьи или семей, например, отмена усыновления, смена замещающих семей, то есть такая хаотичная жизнь. Жизнь с матерью, чьи родительские способности были крайне ограничены. То есть следствием таких факторов в жизни ребенка как раз-таки и может быть возникновение нарушенной привязанности. Поэтому и выделяется надежная, безопасная привязанность и небезопасная, которая бывает нескольких видов, избегающая, противоречивая или амбивалентная, или хаотичная, или дезорганизованная. Вот надежная безопасность, она полностью удовлетворяет потребности ребенка. Вы видите, да, на слайде, чем отличается поведение опекуна при безопасной надежной привязанности. Надежная привязанность полностью удовлетворяет потребности ребенка в безопасности. Она характеризуется высокой степенью позитивного эмоционального взаимопринятия, уверенностью в помощи со стороны матери при исследовании мира и положительной эмоциональной реакции на воссоединение. То есть, когда я подхожу к маме, она радуется, а не огорчается, что, боже мой, опять проснулся. Высокой степенью познавательной активности ребенка. Ну и алгоритм, то есть проявляют они через сигнал, реакция взрослого, адекватное реагирование, успокоение, расслабление, то есть формируется такая цикличность, круг любви и, соответственно, базовое психологическое доверие к миру, то есть я нужен, меня любят, я есть, и меня принимают таким, какой я есть.
Когда ребенок плакал, мама искала причину, пока не находила. Была с ребенком добра, приветлива, терпелива. Если еда, памперс не помогали, она укачивала ребенка. Была всегда в доступе. Пусть не всегда, не сразу, но отзывалась в течение предсказуемого промежутка времени. И когда ребенок был спокоен, соответственно, тоже время от времени мама его навещала, проведывала, интересовалась, чем занимается. Соответственно, у ребенка формировался предсказуемый, понятный, безопасный для него мир. То есть формировалось базовое доверие к родителю. Избегающая... Так, секундочку. Угу. Так, немножечко. Угу. Противоречивая или амбивалентная привязанность. Угу. Мама начинала, например, реагировать вроде бы по первому типу, да, надежно, по типу надежной привязанности, но если что-то не срабатывало, сердилась. Например, когда малыш плакал, считала, что он голоден, и с готовностью шла на зов, пытаясь покормить. Но если ребенок отказывался, злилась, не зная, что делать дальше, потом раскаивалась, начинала, например, искать дальше. Ребенок рос в непонимании, не всегда мог предсказать поведение мамы, он активно ее зовет, но и с ее приходом не успокаивается, потому что уже привык к тому, что в ходе взаимодействия с ней не было успокоения, а продолжалось какое-то тревожное взаимодействие. И поэтому ребенок характеризуется неуверенностью в получении помощи и поддержки со стороны взрослого. Он в большей степени ищет, то есть в поведении, что мы видим, в большей степени ищет контакт с матерью, нежели чем познает и исследует мир. Может выдавать реакции протеста на разлуку со взрослым, которая ярко выражена в форме взрывного или агрессивного поведения. И двойственно реагирует на воссоединение, то есть и радостью, и с гневом одновременно. Но надежда на восстановление контакта есть. То есть это вот противоречивая амбивалентная реакция. Хаотичная, дезорганизованная реакция. Что здесь можно сказать? То есть это попеременный тип реагирования мамы. Иногда она была в доступе и реагировала с нежностью и заботой, а в другие же разы занималась своими делами и было не до ребенка. То есть чередовалась доступность с избегающим типом реагирования. Часто бывает вот этот тип привязанности связан с жестоким обращением. И основные эмоции ребенка в такой привязанности — тревога, страх, что вызывает дезорганизацию и непредсказуемость и в поведении ребенка. И такие дети могут нарушать границы, правила, отказываться от привязанности в пользу силы. Им не надо, чтобы их любили, им надо, чтобы их боялись. И, кстати, вот как ребенок амбивалентно ищет близость мамы, и в то же время проявляется избегание ее на уровне двигательной активности. И мама сама по такому же типу ведет себя по отношению к ребенку. То есть постоянно проявляющиеся поведенческие симптомы либо в нарушении концентрации внимания, либо в двигательное беспокойство, оно вот напоминает и гиперактивность. Поэтому существует одна из теорий, что когда мы наблюдаем гиперактивность у ребенка, мы можем предположить, прежде всего, возможно, есть нарушение привязанности. Угу. Так. Угу. Немножко скажу еще о избегающем типе привязанности.
так как это также важно упомянуть, ребенок склонен к ожиданию отвержения со стороны взрослого, к уверенности в отсутствии помощи со стороны взрослого. И в силу всего этого ребенок предпочитает стратегию избегания взрослого. При воссоединении ребенок демонстрирует также избегание или отвержение взрослого, не замечает того, что взрослый удаляется. Познавательная активность также ограничена. И причина формирования – это ограниченные, нечувствительные, отвергающие матери, когда контакт с ребенком не находит у нее эмоционального отклика. Ребенок с таким типом привязанности воспринимает других больше как источник угрозы, а не возможность получения поддержки, поэтому контакт избегает. Основной мотив поведения – никому нельзя доверять. Алгоритм возникновения такой, то есть запрос ребенка «полюбите меня», мама успокоится сам, после нескольких попыток ребенка мама подходит, да, купирует сигнал, но у ребенка возникает высокая тревожность, напряженность, мало мимики, начинает сам контролировать ситуацию, демонстрирует самостоятельность и неумение просить о помощи. Это избегающая ситуация, привязанность. На что еще важно сказать? Вообще, в принципе, последствия нарушенной привязанности в том числе могут влиять и на психосоматический уровень ребенка. То есть отказ в удовлетворении базовых потребностей может привести к тому, что, например, сформируются зависимости, допустим, пищевые. Например, когда младенец и маленький ребенок сталкивается с тем, что ухаживающий за ним человек отвечает на его сигналы о потребности в безопасности и защите, не телесным контактом, чего он ждет, а, скажем, зачастую родители предлагают там пожуй печеньку, да, или пожуй хлебушек, то есть предлагая ему еду. В связи с этим ребенок очень быстро подключает подкрепление в виде уменьшения ощущения стресса за счет получения еды, но его первоначальная потребность так и остается неудовлетворенной. Поэтому он снова и снова будет подавать сигналы требовательно, капризно, но при известных условиях мама снова ему будет предлагать пищу вместо теплого телесного контакта. И так ребенок постепенно будет набирать вес и очень быстро выработает структуру пищевой зависимости. То есть зависимое поведение с годами может направляться в дальнейшем на другие объекты, которые на короткое время будут уменьшать стресс. Это может быть не только беспокойная, например, бесцельная деятельность, игромания, трудоголизм, здесь же и одержимость работой, учебой, здесь и зависимые отношения, и зависимость от различных психоактивных веществ. То есть суррогат в виде болезненной страсти, заменяющий чуткого человека, к которому можно было бы привязаться, но такого человека нет в доступе, и который регулировал бы напряжение возбужденной системы привязанности, может замениться в ходе судорожных поисков такого человека на суррогаты в виде ПАВ, пищи и так далее. При этом могут появляться все новые зависимости. Отказ от удовлетворения первичной потребности ребенка в привязанности может вызывать агрессию, страх, что привязанность не возникнет или что развивающаяся привязанность будет вновь потеряна, через фрустрацию оставшихся без ответа желаний приводит к массированной активации поведения вплоть до борьбы за привязанность. И исходя из прошлого опыта общения с человеком, к которому ребенок испытывает привязанность, ожидая отказ, ребенок начинает выражать свою потребность привязанности агрессивно и воинственно. Проще говоря, борясь за место под солнцем.
Кроме всего этого, нарушения привязанности также могут выражаться в развитии психосоматических симптомов в виде задержки роста. При ярко выраженном избегающем отношении взрослого к ребенку, который испытывает к нему привязанность, может замедлиться рост, развитие, несмотря на внешне достаточный уход. Но есть хорошие новости. Новые модели отношения привязанности и привычки поведения ребенок в состоянии выучить в новых отношениях людей, что для нас важно, когда мы говорим о замещающих семьях. Создав чувство безопасности, гармонии, поддержав автономное, взвешенное поведение у ребенка, орбифронтальная кора, помните, мы о ней говорили, участок, принимающий участие в принятии решений, способна развиваться дальше, так как она развивается в течение всей жизни. Ну и в том случае, если взрослый будет давать адекватную реакцию на поведение ребенка, адекватную, подкрепляющую, то, соответственно, сформируется иная модель поведения ребенка, сформируется новый внутренний мир у ребенка. Поэтому важно не бояться привязанности. Ребенку нужно, чтобы родитель взял на себя 3 основные задачи, то есть пойми меня, да, это общение и понимание родителям влияния прежнего опыта, полученного в кровной семье, не всегда благополучного. Следующая задача – создать чувство безопасности, то есть помочь ребенку создать и окружить его безопасной школой жизни. И создать гармонию и спокойствие, то есть помочь ребенку быть и чувствовать себя в безопасности и дать возможность сосредоточиться на учебе. Конечно, идеально будет, если школа также будет безопасным местом, когда учителя будут демонстрировать эмоциональную надежность, автономность, которые способны давать адекватную обратную связь, не будут реагировать поспешно, продумывать ситуации и в то же время иметь контроль. Когда в классе будут какие-то ритуалы, надежный авторитет, запланированные изменения, понятные способы получения внимания, и когда организация в целом будет учреждением с хорошим эмоциональным, духовным здоровьем, который будет поддерживать команду и помогать относиться к детям продуманно. Это, конечно же, в идеале. Да? И как результат, желательно, конечно же, все-таки, живя и работая с детьми, оставшимися без попечения родителей, у которых не удовлетворены отношения привязанности, взрослым важно быть надежными, внимательными, дружелюбными и сопереживающими. И как результат, цель, которую могут ставить перед собой приемные родители, замещающие родители, специалисты, работающие в этой сфере, все-таки исправление не означает, что плохих вещей никогда не было в жизни у приемного ребенка, оставшегося без попечения родителей. Это означает, что плохие вещи больше не контролируют его жизнь. То есть это та цель, которую важно достичь при взаимодействии с таким ребенком. Здесь важно ввести такое понятие, как заботливый чуткий уход, да, или терапевтическая опека. То есть что такое чуткий уход? И это важно применять при взаимодействии с таким ребенком. То есть мама должна, приемная мама или специалист, да, мама должна быть в состоянии очень внимательно воспринимать сигналы ребенка. Это то, чего он был лишен в детстве, в раннем депривированном детстве. Задержки в ее восприятии, конечно же, могут быть, когда она занята своими потребностями, да, или своими состояниями.
Поэтому очень важно приемному родителю, специалисту, работающему с такими детьми, всегда отрабатывать свои личные состояния. И, находясь с ребенком, все-таки отслеживать его сигналы, которые он посылает. Очень важно правильно толковать эти сигналы с позиции ребенка. То есть понимать значение плача. Например, это от голода или от недомогания, или от скуки, или от боли. Важно избегать неправильной интерпретации сигналов ребенка из-за своих каких-то неудовлетворенных потребностей и проекции этих потребностей на ребенка. Важно подобающим образом реагировать на эти сигналы. То есть, допустим, догадываться о нужной дозировке пищи, успокаивать или наоборот поощрять ребенка к игре, не портя отношений с ним избыточной или недостаточной, наоборот, стимуляцией, ну или опекой, да, более понятное слово. Ну и кроме того, важно, чтобы реакция была достаточно быстрой, то есть начинаться в течение еще приемлемого для ребенка времени фрустрационной толерантности, то есть когда он действительно в этом нуждается. Потому что сами помним такое состояние, когда чего-то мы очень долго ждем, и нам этого не дают, потом это как будто бы вроде бы уже и не нужно. Включается такая толерантность к фрустрации, да, и обесценивание того, что я очень долго ждал, но раз оно мне не пришло, чтобы так сильно больно не было, значит оно мне и не нужно. Так, промежуток времени, в течение которого ребенок может подождать, достаточно очень короткий. Но если всегда есть разумный вот этот вот подход родителя, чуткий, толерантность постепенно возрастает и становится более длительной, когда он может подождать, когда его потребность удовлетворят. И приемные дети бывают вот, хотят всего здесь и сейчас, да, важно понимать, что это именно вот промежуток фрустрационной толерантности, пока у них еще короткий. В дальнейшем, когда они станут доверять родителям, он будет удлиняться. Чуткость отличается от потакания и избыточной опеки и защиты тем, что все-таки чуткие родители поощряют своего ребенка в его растущей самостоятельности и усиливают способность к общению с другими людьми. В том случае, если мы применяем методы воздействия на ребенка, не позволяя ему самостоятельно решать свои вопросы и обрубаем контакты социальные, значит, у нас включается все-таки не чуткость, а либо гиперопека, либо еще какие-то нарушения стиля воспитания. Принципы терапевтической опеки, кроме чуткости, да, о чем мы с вами поговорили, это все-таки когда присутствует активное общение родителя, которое помогает отражать негативный опыт ребенка и воспринимать позитивно случающиеся уже в этом отрезке времени события ребенка. Это очень важно. При этом важно помогать контейнировать эмоции, не отрицать их. Вспоминаем детский стишок: уронили в речку мячик, тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. То есть с психологической точки зрения неправильный способ утешения ребенка. Во-первых, нет контейнирования эмоций, мы говорим: тише, Танечка, не плачь, вместо того, чтобы сказать: да, обидно, упал в речку мячик, да, и не утонет в речке мяч. То есть мы говорим о том, что успокаиваем ее, да? Нам нужно сказать о том, что показать перспективу в будущем при успокаивании, да, что, возможно, еще будут падения, да, ты учишься сейчас падать, мячик действительно в речку упал, важно его достать, посмотреть, какими способами, что в будущем тоже это может случиться, и как ты можешь на это реагировать. И в конце всегда нужно задать вопрос, что ты со мной согласен, да, то есть чтобы вот этот опыт проживания ситуации встроился в личный опыт проживания таких вот
неудач. Да? Опекун участвует эмоционально обязательно, и важно быть в доступности. Да, то есть не повторять ошибки кровных родителей. Но в том случае, если мы говорим все-таки о реабилитации. Предлагать свою любовь, опеку, защиту, понимание. Важно предлагать и среду, где эмоциональные нужды ребенка все-таки будут удовлетворяться. Что еще такое терапевтическая опека? Это усиливать ребенку его особенность, важность и достойность любви. Когда мы говорим о профилактике ПАВ, мы всегда помним о том, что предназначение ребенка – это проявить себя, то есть понять свою уникальность. И в том случае, если не будет положительных способов проявить свою уникальность, свою значимость, значит будут патологические способы. Также важны радость и игра, именно это сочетание, да, для ребенка. И очень важно признавать внутренний опыт ребенка. Опекун не может изменить внутренний опыт ребенка, но тем не менее, так в кавычках скажем, посидеть с дискомфортом вместе, да, то есть побыть с ребенком в его переживаниях тяжелых, это важно, да, приемному родителю, но в том случае, если ребенок говорит о своем прошлом. Важно, то есть принять прошлое ребенка, это тоже элемент формирования привязанности. То есть я принимаю тебя не только сейчас, когда ты к нам пришел в семью, да, но и в том числе вместе с твоим прошлым, вместе со всем твоим багажом. Важно занимать позицию незнающего, то есть не навешивать ярлыки на ребенка. Да? Ну, я тут прошел школу приемного родителя, да, я все знаю, или я специалист. Очень важна вот эта позиция незнающего. То есть искать всегда, воспринимать своего ребенка и каждый его шаг как уникальный. То есть мы ищем вместе, мы обнаруживаем, кто этот ребенок на самом деле. Важно избегать быстрых решений. Важно научиться замедляться, да, прежде чем принять решение относительно своего ребенка. И прямо вот эти вот реакции в себе отслеживать и научиться давать себе несколько минут, прямо говорить, над этой ситуацией мне нужно несколько минут подумать. Да? И при общении с ребенком всегда сочетать любопытство и одобрение, и сопереживание. Да? То есть равно сострадание. То есть приемный родитель не несет ответственность, конечно же, за те проблемы, с которыми ребенок появился в его семье. Но именно он отвечает за то, чтобы создать условия для исцеления своего ребенка. Важно помнить, что в прошлом у приемного ребенка был опыт, когда его не учитывали как личность, да, и от этого недоверия взрослым низкая самооценка, я плохой, со мной так можно, сформировались. И приемному родителю важно в ходе взаимодействия с приемным ребенком постепенно изменять вот эту систему координат ребенка, транслируя ему именно уважение. А уважение, мы помним, транслируется через мелочи. Право на выбор. Это и профилактика ПАВ, и профилактика зависимости, да, и профилактика трудного поведения. То есть право на выбор через выбор еды, одежды, право уединения. У меня должно быть место, где я могу побыть один. Право на выражение чувств, включая гнев, раздражение и негодование. Прошлое, право иметь прошлое. То есть помнить, проживать, говорить, иметь вещи, связывающие с прошлым, контактировать с людьми из прошлого. Право на защиту. Ребенок должен знать, кто его конкретно защищает и остается на стороне в трудных ситуациях. Важно ребенку иметь право на физические границы. Если я не люблю обниматься, значит, через силу меня не обвиняют, не обнимают. Держать за руку, готов ли к этому. Важно соблюдать психологические границы, то есть уважение к пространству, к желанию уединиться и давать пример, говоря именно о себе. То есть я хочу побыть одна, мне нужно время,
То есть, заявляя о своих границах, мы и приемного ребенка учим также границам. То есть ребенок спокоен, если рядом родитель, который, помним, последователен, чему учит, то и сам делает, надежный, слово дело, предсказуемый, чего, собственно, и нет при нарушенной привязанности, да, с биологическим родителем. За один и тот же поступок одна и та же реакция. И доступный физически и эмоционально. То есть и даже если ребенок вас какое-то время отталкивает, не готов обниматься, вы должны сохранять свою доступность для него. И то есть мы помогаем ребенку. Прежде всего должен быть контакт с ребенком, никакой коррекции без вступления вначале в контакт с ребенком, избегаем лекций, избегаем наказаний, лишающих отношений. То есть я на тебя обиделся, не буду с тобой разговаривать и любить тебя не буду. Да? То есть подобные высказывания мы удерживаем. И все-таки именно взрослый берет ответственность за ремонт отношений. То есть прощает родитель, мирится родитель, да, занимает такую взрослую позицию. То есть дисциплина с ограничениями, объяснениями последствий, да, это очень важно. Это один кусок, да, в реабилитации. Но это должно происходить вместе с настройкой взрослого на волну чувств ребенка и на исправление отношений. Конечно, приемный родитель, повторяюсь, не несет ответственности за те проблемы, с которыми ребенок пришел, но тем не менее создавать условия для исцеления ребенка нужно. Ну и вот один из таких инструментов, который можно исследовать свою привязанность, да, это задать себе несколько вопросов и получить такие внутренние ответы. Как вы считаете, у вас привязанность сформирована или еще в процессе формирования? Когда вы начали понимать, что привязанность существует между вами и приемным ребенком, что предшествовало этому? Какие чувства вы испытываете к ребенку, что проявляете в поведении? Как у ребенка проявляется привязанность в поведении и эмоциях по отношению к вам? Если понимаете, что пока привязанность в стадии формирования, какие способы взаимодействия будете предлагать ребенку? То есть вот такие вот замеряющие моменты. Ну и один из способов, который поможет в том числе вам, как родителю, и ребенку, это работа с книгой жизни ребенка. Все мы знаем, что когда рождается биологического родителя, кровный, да, ребенок, основная часть мам заводит книгу жизни ребенка. Да? То есть это первая книга, где мы записываем о ходе беременности, о том, как малыш родился, вес, когда первый зуб, когда первая прививка, когда первая болячка и так далее. Это один из элементов формирования привязанности в том числе. Вклеиваем туда фотографии с первых УЗИ, цветных и нецветных. Это все помогает формировать привязанность. И то же самое и с приемным ребенком. Важно выбрать основу для книги, пусть это будет альбом, тетрадь или папка с файлами, подобрать дизайн, декоративные элементы, цветные вставки. Важно это делать с любовью или, по крайней мере, вот с установкой на привязанность, на формирование привязанности. Первая страница как обращение к ребенку, что это книга жизни. На следующей фото ребенка с именем, возрастом и так далее. И далее можно размещать темы появления ребенка на свет, тема кровной семьи, тема детских учреждений, в которых находился ребенок. И далее история знакомства с приемной семьей и уже ход жизни ребенка в приемной семье. То есть можно это уже делать с ребенком, начиная с 4 лет. Ее могут самостоятельно делать родители раньше, а уже с ребенком вместе первые рисунки, первые фотографии совместных прогулок. Работу вот с этой книгой жизни инициирует взрослый. Главное заинтересовать ребенка в этом процессе. Это увлекательный процесс, и участие ребенка и взрослого в этом помогает восстанавливать вот эту вот ниточку, важную эмоциональную ниточку привязанности. Это можно делать и, в принципе, родителям не замещающим, да, со своим кровным малышом. Ну вот на сегодня, я думаю, все.
Мы вспомнили основные аспекты привязанности, значимость ее влияния на жизнь ребенка, на те моменты, на которые может обратить внимание замещающий родитель, и важно обратить внимание. На сегодня все. Если есть потребность в каких-то темах, просим направлять в консультационный центр Коми Республиканского института образования. Будем учитывать ваше мнение для того, чтобы все-таки говорить о значимых для вас темах. Благодарю за внимание. Напоминаю, Коваленко Елена Васильевна с вами была, региональный центр развития социальных технологий и консультационный центр КРИРО. Все, благодарю за внимание. Всем до свидания.